Ольга. Вообще я шоколадье, но шоколадье это такая профессия, это люди, которые работают с шоколадом. Моя же профессия немножко отличается, я шоколадье-технолог. Для меня работа с шоколадом это уже второстепенно, и первое, что я делаю, это я делаю именно сам шоколад. Потому что когда-то, еще 15 лет назад, когда мои дети подрастали, мне хотелось кормить их чистым натуральным продуктом, хотелось покупать им или кормить их такими сладостями, которые будут полезны для их здоровья. Поискав что-то, приготовив сама, чем-то занявшись, я поняла, что можно, в принципе, делать это самой. Я, конечно, поехала, потом уже в дальнейшем обучилась, но сначала я все это начинала тоже из интернета почитав, общавшись с людьми, которые это делают, и постепенно пришла к тому, что шоколад можно сделать самому, и можно сделать это даже в домашних условиях. Вот. Попробовав, я поняла, что это совсем небо и земля, ни в какие сравнения не входит с тем, что предлагается на рынке. Ну, тем более 15 лет назад, учтите то, что рынок был очень беден, в плане шоколада. То есть, да, было Альпенгольд, было еще что-то, но в плане каких-то ремесленных предложений был очень маленький выбор. И когда я встретилась с людьми, которые делают это, если даже не на производственной основе, но они мастера, они понимают и знают, как это делается, мне стало настолько интересно, что этим можно кормить близких, это можно кушать самому, и это настолько вкусный, приятный к употреблению продукт, что даже если отбросив все ЗОЖ и все прочее, ты просто получаешь удовольствие от настоящего продукта. Я заинтересовалась, начала это все делать, постепенно обросла какими-то знакомыми. Конечно, я сама не имела возможности поехать в страны, расположенные вдоль экватора. Это страны, где прорастают какао-бобы, где их культивируют, где занимаются именно выращиванием, это бизнес у людей, это продается все на биржах. Туда, конечно, поехать не могла, потому что первый мой меланжер, он и есть у меня сейчас, он у меня на 5 килограмм. То есть загрузки, а загрузить я могу туда только 3, то есть вот с этих маленьких партий я начинала, познакомилась с людьми, которые непосредственно ездят за границу, привозят оттуда бобы, стала узнавать больше какие-то особенности, стала делать шоколад, но пока это все в рамках семьи. Стало понятно, что сам по себе шоколад это просто вот такой вот кусочек, который выходит из меланжера, да, он произведен из какао-боба с чистым тростниковым сахаром, но пока что он, собственно, ничего из себя не представляет, то есть дома я могу его отколоть, покушать, получить удовольствие. Но мы все привыкли, что шоколад это плитка, шоколад это конфета. И уже для этого понадобились уже более научные знания. Так получилось, я не знаю, как это вышло, видимо, у меня, может, от природы чему-то меня научили там, где я училась, там, где я проходила вот это образование. Нам дали какие-то рецептуры, какие-то рецепты уже не самого шоколада, но уже конфет там, и то, что из шоколада изготавливают. Но очень многие рецепты родились у меня в голове, то есть, по сути, я стала как бы технологом своего производства, самопровозглашенный, так сказать, технолог. И на этих рецептах мы работаем, у нас книга, куда они занесены, вот по этим рецептам. У меня просто большая семья, 6 детей, и у меня было хорошее подспорье, то есть они мне в этом помогали. Они, когда мы еще начинали какие-то маленькие партии, то есть отливать какие-то шоколадки, какие-то плитки. Но это почему было все трудно, потому что, и сейчас очень много людей, купил там в метро колет и отлил, это ерунда. Настолько это популяризировалось, что переросло в то, что все работают с готовым шоколадом. Мне же приходится я ищу человека, в глазах которого я вижу интерес, то есть человек не просто там, это же скалет, да, подумаешь, это легко. Да, собственно, это легко. Но тот человек, который заинтересован что-то узнать, я им, всем своим клиентам, таким заинтересованным, кто сочувствует, кто понимает, я всегда рассказываю, как это происходит, что это берется вот такой вот боб, который прошел уже такую огромную дорогу, но он пришел ко мне сырой. Он прошел процесс ферментации, отбор, заморозку, разморозку, что он только не видел, да? Но это еще не шоколад, и даже и близко не шоколад. Кучу всяких этапов он проходит на моем производстве, переходит вот в такую крупку, это уже предстадия, перед которым родится это все дело. Потом это сердце нашего производства меланжер, где это все до 7 суток перетирается, готовится, добавляется тростниковый сахар, рождается шоколад, и вот мы подходим к
такому моменту, что нужно делать плитки, и вот это все я своим клиентам объясняю. И люди, которые выслушают все это, хватит у них терпения, вот, или какой-то поиска какого-то внутри, то есть не то, что я все знаю и мне ничего не интересно, а все же, как же все это рождается. Ну, те люди узнают вот особенности и почему мой шоколад, ну, не такой, как везде. Потому что сейчас очень появилось много ремесленников, кто этим занимается. Но представляете, что это у каждого своя рецептура, у каждого своя технология. На заре, когда все это рождалось, когда уже мы накушали шоколада и всей семьей поняли, что в принципе мы могли бы поделиться этой радостью еще с кем-то, с нами работал Аркадий Хадзарагов, и в принципе наш бренд, ну, как бы рождал он придумывал нам полностью название, оформление, вот наш логотип, и он предложил мне несколько фарм. Ну, тогда я только еще недавно жила в Осетии, и я сама приезжая, не местная, вот, просто уже очень много лет тут живу, и особенностей каких-то не знала. Но когда он мне расшифровал вот название Рокс и сказал, что это солнышко, что это свет, я сказала, вот это то, что очень сильно подходит шоколаду, потому что, во-первых, это продукт, который несет радость, в нем действительно находятся вещества, которые действуют, эти эндорфины, которые на наш головной мозг действуют, они нас веселят, но не в каком-то плохом смысле, а в хорошем, они действительно поднимают настроение. То есть, приходя в цех грустно и печально, мне задавали там вопрос, вы же не работаете, если вы в плохом настроении, да, его сложно заиметь. Ты приходишь, 5 минут подышал, и у тебя сразу поднимается настроение, потому что это химически обусловлено, ну, самим продуктом. Если ты сам улыбаешься, то ты, в принципе, когда даришь плитку шоколада, ты даришь эту улыбку, этот лучик солнышка кому-то другому, да, угощаешь, когда своих близких. Ну и вот как-то это очень сильно с моим мироощущением тогда совпало, и я поддержала, сказала, да, пускай будет вот Рокс. За 15 лет работы у нас, конечно, в ассортименте появилось, сначала это был просто шоколад, потом это стали появляться конфеты, потому что все-таки дети, и для них я старалась. Конфеты стали появляться как обливные, там в них шел мармелад, еще что-то, то есть то, что тоже варится из каких-то фруктов здесь произрастающих, тоже без всяких добавок, то есть все натуральное, плюс еще и облито это все вот шоколадом. Потом также бывают еще разновидности конфет, как обливные, так корпусные. В корпус тоже идут всевозможные начинки, тоже натуральные. Также еще добавилось в наше производство то, что можно производить на меланжере, ну, так сказать, на сердце нашего производства, это ореховые пасты. И, конечно же, с этими ореховыми пастами у нас тоже родилось множество всевозможных начинок. Производство мы не расширяем, потому что продукт натуральный, сроки хранения очень ограничены, то есть сам по себе-то шоколад не пропадает, но мы уже с вами видели прекрасно, что плитка, которая выходит из-под меланжера, она в разводах, она с каким-то поседением, и это не испорченный шоколад, то есть еще должен пройти процесс темперирования. Мы его производим методом поднятия, опускания 3 раза температуры, то есть это тоже сложный процесс. И потом после этого шоколад становится блестящим, хрустящим, но это все равно ненадолго, потому что процесс темперирования продолжается. И если наш шоколад попал немножко где-то во влажность, где-то под солнечные лучи, у него сразу происходит вот это плавление, внешний вид нарушается, и люди уже воспринимают это как испорченность. На самом деле, ну, шоколад испортить сложно. Другое дело уже с конфетами, куда добавлены сливки, куда добавлены какие-то фруктовые пюре, чтобы это все хранилось там годами, как это производство больших делается, туда добавлены специальные консерванты, мы же таким ничем не пользуемся, и поэтому у нас все в очень маленьком сроке хранения, предлагается очень маленькими партиями, это все в нашем магазинчике можно приобрести, в цеху практически ничего нет, только на момент вот производства можно что-то увидеть. Мысли и задумки – это то, что требует сама жизнь, то есть приходят какие-то новомодные веяния, вот сейчас очень модна покраска, то, что в принципе я бы никогда не поддержала, но
Клиенты просят, мы находим, мы покупаем курсы, где профессионалы это делают, где профессионалы рассказывают, какие красители природные, натуральные. То есть, натуральных красителей природных очень много. И где они объясняют, что нужно именно взять. И мы сейчас, у нас в ассортименте очень много именно покрашенных конфет, потому что пришла мода, и все хотят дарить красиво. Открываешь коробочку, она конфетка такого же цвета, как коробочка, а внутри начинка такого же цвета. А еще и плюс, например, к примеру, если это лаванда, то там действительно еще и вот стоит у меня лаванда, то есть... И это модно, это детство. Придет какая-то другая мода, будет что-то новое. Да, мы, конечно, не останавливаемся. Основа остается основой, а все остальное, то, что требуют люди, мы, конечно, делаем. Потому что нам самим даже интересно пробовать что-то новое. Шоколад – это мое хобби, это то, что я хочу передать своим детям. Я люблю свою работу, и я придумала ее. Может быть, это даже не я придумала, может, Бог послал эти мысли мне в голову, да, но это я люблю. Это я люблю, и эти рецепты, они все рождаются в голове, это же от любви, то есть если невольник, он не может такого сделать, то есть может что-то, но это все равно надо любить, чтобы что-то у тебя, вот какое-то творчество происходило.